Китайские власти выразили свое недовольство награждением уйгурского активиста, профессора экономики и борца за свободу и права человека Ильхама Тохти, которому была вручена премия Сахарова за 2019 год. Представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Цюнин, выступивший с заявлением на пресс-конференции, организованной в Пекине, подчеркнул, что Европейский Союз должен уважать внутренние вопросы Китая и обвинил Европу в награждении сепаратистов. Ильхам Тохти был задержан в 2014 году, после чего приговорен к пожизненному заключению. Два этнических казаха смогли избежать преследования китайских властей, перебравшись в Республику Казахстан, где им было предоставлено убежище. 29 октября иммиграционная полиция Республики Казахстан сообщила, что Мурагеру Алимулы и Кастеру Мусаханулы было предоставлено удостоверение беженца. Молодые люди, прибывшие в Казахстан 1 октября, выступили на пресс-конференции, прошедшей 14 октября в городе Алматы, и рассказали о преследовании и гонениях со стороны китайских правоохранителей. Исполнительный директор китайского особого административного района Кэрри Лэм заявила, что демонстрации, не прекращающиеся с начала лета, должны закончиться, и подчеркнула, что акции протеста негативно влияют на туризм и экономику. Если экономический рост в этом квартале останется ниже предыдущего, то это станет очередным сокращением, пережитым Гонконгом. А это означает, что мы попадем в стагнацию и столкнемся с отрицательным ростом, заявила Лэм. Протестующие продолжают демонстрации, несмотря на пресечение правоохранительных органов. Россия предоставила Таджикистану военную технику и оружие общей стоимостью в $5 миллионов. Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщила, что церемония состоялась в Душанбе после окончания саммита Организации договора о совместной безопасности. Военная техника, переданная Таджикистану, включает в себя радиолокационную станцию, позволяющую обнаруживать и контролировать использование воздушного пространства страны, а также модернизированные бронированные разведывательно-патрульные машины БРДМ-2М. В свою очередь, Китай придает особое значение Таджикистану из-за его близкого расположения с Восточным Туркестаном. Именно по этой причине в нескольких километрах от границы Восточного Туркестана, оккупированного Китаем, в Горно-Бадахшанской области Таджикистана была построена китайская военная база. Оборонная компания Lockheed Martin и Министерство обороны США достигли соглашения на сумму $34 миллиардов для производства истребителей F-35. Генеральный директор программы генерал-лейтенант Эрик Фик, который провел совместную пресс-конференцию с заместителем министра обороны, отвечающим за закупки и техническое обслуживание, заявил, что соглашение с Lockheed Martin является важным шагом с точки зрения количества заказанных истребителей и цены за единицу. Согласно договору, стоимость 478 истребителей, из которых 351 единица будет модели F-35A, 86 единиц F-35B и 41 единица F-35C, составит $34 миллиарда. Истребители будут производиться для авиации, морского флота и морской пехоты США, а также для наших международных партнеров и покупателей, заявил генерал Фик.